Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как сложно тренировать девушек? Вообще-то, тренировки проходят совместно, поэтому сильно не делим на девушек. Общие тренировки проходят. Своя специфика, конечно, существует. И каждый тренер работает своя методика. И каждый сам работает. Сложности бывает, что это все-таки боевой вид спорта, да? Какой контактный. И, синяк, или разбить нос. Если характер подходит более, то намного легче работать. Как говорится, девушки сами знают, на что идут, да, раз пошли в бокс. В принципе, конечно, да, все идет последовательно. Сразу на бой не выводим, если легкие соревнования, спарринги, потом уже уровень растет и соответствующие соревнования. Все постепенно идет, поэтому уже раньше, когда она боксировала, Зоя, получалось синяк, обязательно соревнования закончились, у меня был синяк, да. Сейчас сами видите, без синяков. Мастерство растет и, соответственно, уровня мастерства, да, защитные действия, и уровень мастерства и выигрывает, и, опережает и так далее, поэтому намного легче стало. А как долго, сколько часов в день вообще нужно тренироваться? В спорте обычно принято сейчас трехразовая тренировка, да, утренняя зарядка, утренняя тренировка и вечерняя тренировка. Это когда особенно подготовка к соревнованиям идет, и сборы, тогда так. Круглогодичная тренировка и систематичный подход, да, системный подход должен быть. Здравствуйте, Зоя. Поздравляю вас. Мне очень интересно, и, наверное, нашим телезрителям, как долго вы тренировались, вообще занимались боксом, почему выбрали именно бокс? Спортом я занимаюсь уже 13 лет, а именно боксом я занимаюсь с 2003 года. Выбрала бокс, то, что нравится человеку, и, конечно, то, что ты умеешь делать, и то, что дарить победы свои. Поэтому... Очень интересно ваши ощущения до финального боя и после финального боя. Конечно, финал это такой итог, получается, ты ответственный за публику, и, конечно, волнение всегда есть, и должно быть, мне кажется, перед боем. А после боя я была уверена, что я должна выиграть, я могу выиграть, и все равно радость и гордость. Что можете пожелать нашей молодежи, которая собирается и занимается спортом? Конечно, спорт это сейчас как стиль жизни должен быть, мне кажется, у каждого молодого человека, девушек, и здоровый образ жизни это как приоритет в этой жизни. Занимайтесь спортом. Зоя Исаева специально для передачи «Мой спорт».